Вот бы ситуация не дошла до этой стадии, и мне не пришлось говорить все это. Но уже слишком поздно. Что было, то было. Дога ранее говорила мне, что встречи наших семей не случайность. То есть она говорила, что нас свела судьба. И была права. За этой судьбой скрывается некоторая правда. Сейчас вы все узнаете правду о господине Мехмете. Если позволите, я хочу кое-что сказать, госпожа Хандан. Дога, я долго говорить не буду. Простите, но я должна сказать сейчас. Оставь, пусть мама говорит. Чтоб мы не сидели тут и дальше. Она права. Говори, что хочешь, и пойдем домой. Пусть госпожа Хандан все расскажет, потом скажешь ты. Нет, папа. Я должна все рассказать. Это и есть причина моего приглашения. Ладно, Дога, сначала послушаем тебя. Избалованная хочет, чтоб всегда слушали ее. Я понимаю, что многие из вас не хотели сюда приходить. Вы думаете, то, что я хочу подружиться с вашей семьей, ненужная вещь. Ты абсолютно права. Я и это понимаю. Я не родилась в этом доме. Мое детство не прошло в этом доме. Мы приехали сюда 6 лет назад. Потому что в другом доме мы пережили трагедию. 6 лет назад в том доме моя мама покончила с собой. Был мой день рождения. Я нашла ее в таком состоянии в ванной. Я проходила психологическое лечение. Я выросла до этих лет вместе с докторами, психологами в больнице. Но в течение 6 лет я делала постоянно единственную вещь. Ненавидела отца. Потому что я обвиняла его в смерти матери. Госпожа Хандан, в день, когда умер ваш муж, я поднялась на террасу старой компании, чтобы совершить самоубийство. В руках у меня была книга сказок. Я сделала видеовызов папе. Я захотела, чтобы он увидел мою смерть в прямом эфире. Я хотела, чтобы он страдал после моей смерти. Но папа успел в последний момент. Возможно, если бы он опоздал на 10 секунд, я бы умерла. Хорошо, допустим, Джиляль бросился под вашу машину. Хотел покончить жизнь самоубийством. Почему вы тогда не остановились? Почему не помогли? Почему сбили и сбежали? У меня были свои причины, госпожа Хандан. Он не пришел меня уговаривать. Он сказал, что сбросится со мной. Он сказал, если нет меня, то нет смысла жизни для него.
И в этот миг я почувствовала любовь по отношению к отцу. То есть, возможно, спустя 6 лет мы впервые создали связь между собой. Когда мы поехали в больницу, чтобы показать мою коленку, мы увидели вас. Конечно, вам было очень плохо. То есть... Да, отец меня спас, но в то же время умер ваш отец. Я знаю, что у вас сейчас очень много вопросов. Например, зачем ему нам помогать? Или почему он всегда рядом с нами? Вот именно из-за этого. Потому что в тот вечер отец понял, что вы пережили. Да, мой папа смог спасти свою дочь, но увидел того, кого не смогли спасти. Папа поставил себя на ваше место. Смотрите, за 6 лет я долго мучила отца, правда. Пожалуйста, вы не позволяйте, чтобы он мучился. Я на его стороне. Он не хочет ничего, кроме доброты, правда? Мой папа хороший человек. Хандан, я говорила тебе, что ты будешь проживать в этом мире ад. Смотри, это первый огонь ада. Ты подожди, будет продолжение. У тебя в сердце будет гореть огонь. В сердце. Дога, кажется, сложно об этом рассказывать. Спасибо большое за твою искренность и смелость. Мама, скажи то, что хотела, потому что все сильно затянулось. Да. Да. Простите. Слушаю. Что? О чем вы говорите? Мама? Хорошо, я еду. Мама, что случилось? В магазине пожар. Что? Я должна ехать. Мы тоже поедем. Есемин, нет, оставайтесь здесь, пожалуйста. Папа прав, мы тоже поедем. Мама? Ферит, что с тобой? В магазине госпожи Хандан пожар. Есемин и другие едут туда. О чем ты, Ферит? Что только с ней не случилось. Езжай, не оставляй Есемин. Если что-то потребуется, позвоните мне и сообщите. Помогите! Помогите! Пожалуйста, помогите! Это мой магазин! Отойдите! Помогите, пожалуйста! Прошу Госпожа, вас, не приближайтесь. сделайте что-нибудь. Успокойтесь. Это мое Не все, мой подходите. магазин. Успокойтесь. Там мои товары, Успокойтесь. понимаете?
Мама! Мама! Пожарные в пути! Ладно, ладно, все. Дети. Я в порядке. Мама! Где пожарные? Мама. Нет никого, помогите, пожалуйста. Правда, не нужно. Касательно этого не будем спорить. Ясемин! Ферит. Ферит, все пропало. Смотри на меня, смотри на меня. Главное, с вами ничего не случилось, хорошо? Мы все решим. Мама. Госпожа Хандан, пусть это лучше случится с вещами, чем с жизнью. Не расстраивайтесь. Вы и ваши дети в порядке. Остальное не важно. Мы с Ясемин решим со страховкой. Не волнуйтесь. Что? Разве не было страховки? Нет. Никакой страховки не было. Все будет хорошо, госпожа Хандан. Все будет хорошо. Пожарные едут. Едут, не волнуйтесь. Сегодня чуть не случилась катастрофа. Ты понимаешь? Госпожа Хандан могла все рассказать. Сынок, не говори так эгоистично. Жизнь не состоит только из того, что мы пережили. В ее магазине случился пожар. Разве не жалко? Я проверю Догу. Сестра, что теперь будет? Так расстроен, когда вижу маму в таком состоянии. Еще и ничем помочь не можем. Вы можете помочь ей только тем, что будете успешны в уроках. Какие уроки, сестра? Наша жизнь разбита вдребезги, а ты говоришь про уроки. Она больше не сможет открыть такой магазин. Сестра, как мы будем жить? Мы даже не можем заплатить за учебу. Моя единственная. Сейчас мы должны быть вместе. Нельзя расстраиваться и огорчаться. В такое время мы должны сделать так, чтобы мама чувствовала, что мы семья. Хорошо? Дафна, сестра права. Мы должны помочь маме и поддержать ее. Разумеется, ты прав, Рюзгар. Но мы ведь ученики. Что мы можем сделать? Для мамы вашей улыбки будет достаточно. Хорошо? Достаточно того, чтобы мы ладили между собой, и чтобы мама чувствовала это. Договорились? Договорились. Иди сюда. Ты тоже иди сюда. Я могу войти? Нет. И я рад видеть тебя. Зачем пришел? По шашлыку соскучился. Времени нет нормальных шашлычников, знаешь? Я взял это тебе. Пришла мне в голову, когда увидел. Не хочу. Не надо. После того, как поешь шашлык, заберешь с собой. Дога, то, что ты рассказала вечером... Ты не должен был присутствовать на этом ужине. Я не для тебя рассказывала. Хорошо, что папа успел. Хорошо, что спас тебя. Оставлю подарок тут. Захочешь — заберешь, если нет — выкинешь. Но я не собираюсь забирать обратно.
Заснули? Переживает за тебя. Это дело их матери. Пусть каждый знает свое место. Я продала все платья сестре Гильтен. Она должна была забрать утром. Весь мой труд. Все за раз просто пропало. Мама, откроем новое место. И его наполним уютом вместе. Ты самая сильная женщина из всех, что я знаю. Ты мой герой. Пример для подражания. Если я хоть немного знаю тебя, завтра ты проснешься еще более сильной. Ты простила меня? Я про тему с адвокатом. Я заслужила, забудь. Как говорят, тот, кто не бьет дочь, потом пожалеет. Глупость сказали. Нет такого. Прошу, прости меня, Есимин. Больше никогда. Никогда такое не повторится. Я обещаю тебе. Что это? Ты с утра до ночи у мангала стоишь? Аллах, Аллах. Что это? Вы сегодня рано. Сегодня решили приготовить завтрак. Я приготовила яичницу с картошкой. Ты любишь? Люблю. От меня лепешки с сыром. Давай, садись. Стоишь на ногах. Здоровья вашим рукам. Не могу поверить. Клянусь, мама, я только чай заварил и все принес. Что еще должен был сделать, дорогой? Держи. Прекрасно. Вы меня удивили. Приятного аппетита. Очень вкусно выглядит. Здоровья вашим рукам. Что ты делаешь, Яшар? Странные движения. В дверь звонят. Слышишь? Смотри, деньги пришли к дверям. Звонят вовсю, не слышишь? Кому я говорю? Откуда тебе знать про деньги и их звук? Скоро у меня будет много денег. Не так просто использовать столько денег. Поэтому надо быть здоровым, долго жить. Так что не отвлекай меня. Ты иди на рынок. Бери весь сельдерей, что есть. Ты не ешь такое, не любишь. Ты что, не понимаешь меня? Мне надо быть здоровым, надо долго жить, давай! О, Аллах. Сумасшедший, что ли? Держи. У меня есть, мама. Держи, дочка. У меня еще есть, я не потратила. Дети, не глупите, потребуется, берите. Мама, если понадобится, мы попросим. Ты смогла ночью поспать? Отдохнула? Поспала, конечно, отдохнула. Почему нет? Какие только бури мы не видели. Если бы мы сломались, не дошли бы до сегодняшнего дня. Да и есть вы. Вы здоровы. Мне этого хватит. Ничего с нами не случится. Все решится. Конечно, как с деньгами за школу решилось, так и это решится. Да и ваша бабушка рядом. Всегда поддерживает. Что с нами может случиться?
Даже в таком состоянии веселишь нас. Давайте в школу, давайте. Мама, я пойду на работу. По-своему издевается. Тебе недели на освобождение помещения. Если не освободишь, я не буду возиться с судами. Все вместе сожгу, не посмотрю на то, что помещение мое. Знай это. Свадебное платье, новая жизнь. Может, сходишь, очистишься от этой злой энергии? Или же сглазили? Ой, пусть Аллах убережет от злых глаз. Ты сделай это, да? Твоих рук дело. Сделай еще больше, Хандан. Это только начало. Ты будешь нуждаться в 3 копейках. Тем, кто положит глаз на принадлежащее моим детям, я выколю глаз. Ты еще не узнала меня. Но очень скоро узнаешь. Я иду на кофе к маме Наджмие. Есть что сказать? Спасибо. Вам спасибо. Может, начнем сначала? Начало, в котором мы уже не кричим друг на друга. Я Чинар. Очень приятно. Я Есемин. Какое красивое имя. А значение какое? Женщина, которая не отвечает на ненужные вопросы, скажем. Где-то, наверное, есть такое значение. Это для тебя. Это книга, которую ты уронил? Книгу уронил не я, но да, та книга. Не надо было. Зря купил. Не может быть та же книга. Будь уверена, это та же книга, Есемин. Я побывал в 5 магазинах, чтобы найти. Зря старался. Есемин! Есемин! Некрасиво. Я пытаюсь извиниться, ты в курсе? Хотя бы открой пакет и посмотри, я говорю, что это та же книга. Эту книгу подарил мне папа. За 2 дня до смерти. Думаешь, в любом магазине можно найти такую же? Извини, я не знал. У меня дела. Приятного чтения. Ой, спасибо, вы очень любезны. Сентябрь. Мехмед Рауф. Не переживайте за помещение, тетя Наджмие. В нашей фирме много свободных помещений. Я сказала Хандан. Пусть возьмет одно и пользуется. Пусть будет доволен тобой Аллах, дочка. Пусть будет доволен. Спасибо, спасибо. Тетя Наджмие. А откуда внезапно взялся этот Мехмед? Вы вчера вместе ходили на ужин? Удивилась, услышав. Куда бы я ни повернула голову, везде этот человек. Нет, я не поняла, когда он с Хандан сблизился. Если что-то знаешь, скажи мне, говори. Нет, нет, тетя Наджмие, я ничего не знаю. Для меня странно. Столько недель прошло со смерти Джалеля. Не знаю. Хандан сказала, что сообщит кое-что важное всем. Повела нас туда. Что сказала? Ничего не смогла сказать. Пришла весть о пожаре. Мы в спешке ушли оттуда. Аллах, Аллах. Значит, нужно было всем сказать. Вот до чего важно. Ладно, скоро скажет, наверное.
Тогда мы поймем, в чем причина этой близости. Смотри, Есемин. Я через 2 дня возвращаюсь в Рим. Не хочу так расставаться. Должен же быть путь добиться твоего прощения. Спрашивая, что можно мне купить, значит. Ты смог что-нибудь решить до этого дня без подарка? Есемин? Ферит? Что ты здесь делаешь? Решил не оставлять любимую в первый рабочий день? Это для тебя. Кто увидит, подумает, я начала прокурором работать, Ферит. Не слишком преувеличиваешь. Обычная работа. Для тебя даже этого мало. Вы тоже познакомьтесь официально. Это Чинар, сын господина Мехмета. А я Ферит. Жених Есемин. Очень приятно. Жених Есемин Ферит. Я тогда пойду за работу, чтобы не получить в первый же день. Вечером заберу тебя. Проведем время вместе. Тоже здесь работаешь? Я живу за границей. Через 2 дня вернусь. Не переживай. Я не переживаю. Просто спросил. Это точно так? Жених Есемин Ферит. Следи за своими словами, сын господина Мехмета Чинар. А если не буду, продолжай так, тогда увидишь, что будет. Сын господина Мехмета Чинар. Алло, госпожа Хандан. Слушаю. Ферит, нам надо поговорить. Сейчас же. Здравствуйте, госпожа. Добро пожаловать, Ферит. Я удивился, когда вы позвонили. Ты любишь мою дочь, Ферит? Больше всего. Не просто так говори. Правда любишь? Я так говорю не просто так. В моей жизни нет ничего важнее вашей дочери. Человек жертвует чем-то ради любимых. Я искренне верю в это. А ты веришь? Жертвует. Верю. И я сделаю все, что нужно. В чем дело, госпожа Хандан? Твою маму не грабители пырнули ножом. Джейляли сделал это. В номере отеля. Я знаю, потому что была там. У Эмеля и Джейляли были отношения длиной в 7 лет. Я там же узнала. Я буду с вами открыт, госпожа. Это мой любимый вид разговора. Продолжайте. Операция рискованная. Переходить дорогу тоже рискованно. Я создана для бега, а не для похрамывания. Вероятность успеха 15% из 100. И то это максимум. Я обязан сообщить вам и рассказать об этих рисках. 15 из 100. Прекрасно. И не 10. 15 из 100 намного лучше.
Госпожа Эмель, я думаю, вы не понимаете всю серьезность ситуации. Думаю, вы тоже не понимаете серьезность ситуации. Я хочу, чтобы эту операцию провели. Прошу вас подготовить документы. Не будем терять время. Дело с магазином тоже на твоей матери. Она знает, я не могу рассказать детям о произошедшем в отеле. И давит этим на меня. Я молчала, чтобы дети не перенесли ту боль, которую пережила я. Но твоя мама все еще нападает. Это не может быть правдой. Я думаю, вы сами не понимаете, что говорите. Ничего из этого не может быть правдой. Вы, может, не знаете, но невозможно, чтобы между мамой и дядей Джилялем что-то было. Я бы тоже хотела, чтобы это было не так. Но, к сожалению, это правда. Я больше не хочу знать даже имени этих двоих. Теперь твоя очередь жертвовать. Если ты правда так любишь Ясемин, то держи маму подальше от нашей семьи. Ясемин не должна ничего знать. Время слов вышло. Время действовать. Господин! Господин! Отойди! Господин, прошу вас, отойдите! Отойди! Это шутка? Это еще что? Они скачали приложение. Это тема с челленджами. Что за приложение? Ты не знаешь? Стой, покажу. Смотри. Регистрируешься и дают задание. Когда выполнишь, приходят деньги. Конечно, чем сложнее задание, тем больше денег приходит. Ничего себе. Люди уже на все ради денег готовы. Правда. Они с ума сошли. Согласна. Слушаю. Елдерем, где вы? Мы приехали к доктору, у твоей мамы обследование, а я жду на стоянке. Хорошо, жди меня там. Хорошо, но... Здравствуй, сестра Хандан. Добро пожаловать. Спасибо, Бугра. Что такое? Или будешь менять машину? Ты ведь сказал, что я могу прийти в любое время, не продавать другим, что ты ее возьмешь. Поэтому и пришла. Конечно, сестра. 2 миллиарда девушек и я остаемся во всем мире. Только они и я. Мои глаза, конечно, никого не видят. Я им яичницу с колбасой и бегу на учебу. Он даже во сне не может пойти на учебу, не поев яичницу с колбасой. Поверить не могу. Конечно, что мне еще делать? В школе тоже куча девушек. Я смотрю так на них хищным взглядом. Хищным взглядом?
Я смотрю на них как хищник, и, наконец, нахожу, что искал. И она видит меня, встает. Береджик! Конечно, Береджик! Она подходит ко мне. Остается совсем мало расстояния между нами, совсем мало. Я впервые вижу ее глаза так близко. Они очень красивые, как будто ромашки. Очень красивые глаза. Долгое время мы не сводим взгляд друг с друга. А потом... Потом? А потом я проснулся. Эко, вот бы мы поняли, что ты нашел в этой Береджик. Подруга, она такая красивая. У меня нет выбора, кроме как влюбиться в нее. Это не тест, где можно начать с легких вопросов. Это любовь. Ты не выбираешь ее. Она выбирает тебя. Эх, Эко. Вот бы это была девушка, которая увидит твое красивое сердце. Но это не она. Пусть будет во благо. Спасибо. Увидимся, бугра. Вот и посмотрим теперь, Хандан. Готова ли ты к новой жизни? Слушаю, госпожа Хандан. Господин Мехмед, надо поговорить. Йылдырым! Значит, маму ранили! И вы не видели? Кто это, да? Ферит! Что, Ферит? Что, Ферит? Ты знал все сначала! Ты видел то, что было в том отеле! Вставай! Ты соучастник этой лжи! Ты тоже врал! Вставай! Вставай! Смотри на меня! Ты поджег тот магазин. Скажи, мама тебя заставила? Говори! Говори! Вставай! Отныне имени не поминай моего. Я не буду видеть тебя ни рядом с Есемин, ни с ее семьей. Не смей, Йылдырым. Не смей. Ничего себе. Увидимся. До встречи. Ты не должен был пойти к Есемин? Пошел. Ты в порядке? Выйдем отсюда. Нам надо поговорить. Ладно, идем. Позвони Йылдырыму. Не звони ему. Поедем на моей машине. Ну давай поедем. Посмотрим, что у тебя там случилось. Береджик нет? Они говорили о планах на лето, и я сбежала. Так нельзя, нам нужно найти деньги. И как это будет? Пойду в мастерскую зятя, может, он найдет мне работу. Не глупи, Рюзгар. Он свои проблемы решать не может. Куда ему твои? Надо хотя бы попробовать.
Сам знаешь. Я не могу стать посмешищем для всех, работая официанткой. Это понятно, Дафне. Понятно. Но посмотрим, что за челлендж такой. Утром я звонила Хандан. Посочувствовала. В конце концов, у женщины сгорело помещение. Я сказала, что может пользоваться любым свободным из наших. Хорошо сделала. Куда это мы едем, Ферит? Сюрприз. Сюрприз? Госпожа Хандан, извините, я немного задержался. Заставил вас ждать. Как вы? Все хорошо, спасибо, господин Мехмед. Вы извините, я не хотела приходить в компанию. Нет, хорошо получилось. Я уже задыхаюсь там. Пока ждала вас, я заказала чай. Можно вас? Один турецкий кофе, пожалуйста. Конечно. Я хотел спросить вас про пожар. Вы смогли узнать причину? Я и так знаю причину пожара, господин Мехмед, но это другая тема. Знаете? Цель моего прихода — вы оплатили учебу моих детей. Хочу вернуть вам долг. Госпожа Хандан, зачем это было нужно? Господин Мехмед, мы оба знаем, что зарплата Есимин не покроет эту сумму. Я понимаю, вы хотели помочь, но, к сожалению, я не могу принять такую помощь. Хорошо. Если для вас правильно, если вы так хотите, мне остается только уважать ваш выбор. Хватит уже, Ферит. Что это за место? Что мы здесь делаем? Скоро будем на месте, мама. Ты даже не спросил, как прошла встреча с доктором. Что это с тобой, Ферит? Я начинаю нервничать. Все по очереди. Обо всем поговорим. Не переживай. Спасибо. Меня Дога приучила к таким десертам. Тирамису. Я больше люблю наши традиционные сладости с сиропом. Господин Мехмед, почему в тот день вы не рассказали мне о самоубийстве Доги? Не хотел вызывать у вас чувство жалости. Вам и так хватает своих проблем. Но я могла на вас пожаловаться. Могла всем все рассказать в тот день. Да, я учитывал это, говоря с вами. Поверьте, если бы не нужно было защищать и воспитывать свою дочь, я бы сделал это. Я бы все сделал, чтобы спасти вашего мужа. Поверьте, пожалуйста.
Я верю в вашу искренность, господин Мехмед. Потому что если бы на вашем месте был другой человек, то точно бы не пришел и не признался бы в этом. Поэтому я доверяю вашей искренности. Но мои дети никогда не поймут это. Я понимаю, почему переживаете, госпожа. Но я перед ними виноват. Не смогу повернуться к ним спиной. Я готов на все, что может произойти со мной после. Эфе! Мне нужны деньги, парень. А кому из нас не нужны, Яшар? Эфе, перейдем к действиям, хорошо? И так, как медведь орёт, перейди к действиям. Еще не время? Для чего не время? Для чего не время? Ради Аллаха. Аллах, Аллах, я же говорю, что мне нужны деньги, парень. Наполеон, да успокойся ты. Я начал уже что-то понимать о тебе, парень. Если в деле появится дым, клянусь, я не оставлю тебя в живых, Эфе. Если хочешь, иди и сам сделай, Яшар. Считай, что меня нет, да и у тебя точно есть какое-нибудь видео. Отправь мужчине и возьми свои деньги. Я же говорю, что его нет. Ты не понимаешь? Копии видео нет, я дал тебе все. Да ты точно положил себе где-то копию на черный день, Яшар. Эфе, послушай, перейди к действиям. В последний раз говорю, не испытывай меня. Что мы здесь делаем, Ферит? Может, уже объяснишь мне, что произошло? Это ты объяснишь мне, что произошло, Эмель Карахан. Я знаю, что ты врала с самого начала. Да и я ни на минуту не поверил тебе о нападении. Но о таком даже подумать не мог. Что происходит, сынок? Кто тебя настроил? От кого появилась эта ложь? Замолчи! Замолчи! Теперь нет лжи! Теперь не будем ходить вокруг да около! У тебя с Джалялем были отношения? А? Ты 7 лет спала с женатым мужчиной? Ты спала с отцом моей девушки, Эмель Карахан? Говори! У тебя были отношения с Джалялем? Были! Теперь тебе стало легче? Но я закончила эти отношения, когда узнала, что вы с Ясемин вместе. Ты закончила эти отношения, когда узнала, что мы с Ясемин вместе? Да. То есть, если бы ты не знала, что у меня отношения, то с женатым мужчиной, смотря в глаза его жене, продолжала бы спать с ним? Вот как? Позор тебе. Позор тебе. Я готова к первому заданию. Поцарапай машину. Награда 2000 лир. Вот это да. 2000 лир?
Ой, видимо, они охвачены волнением этого момента. Но свадебное платье испачкалось. Да и лах, у них нет празднования вечером. Насколько я вижу, это их особо не волнует. Видимо, они очень любят друг друга. Господин Мехмед, я спрошу кое-что. Прошу. Ваша дружба с Эмель Карахан длится уже многие годы? Никакой дружбы нет. Мы познакомились на днях. Она захотела передать нам юридические дела своей фирмы. Есть что-то, о чем я должен знать? Господин Мехмед, на самом деле, эта женщина очень опасная. То есть я не думаю, что она хочет работать с вами. Ее единственная цель — это узнать вашу тайну. Как по мне, эта женщина просто дьявол во плоти. Я имею в виду... Прошу, защитите себя. Держитесь подальше от нее. Как я понимаю, вы очень близко знакомы с ней. К сожалению. Госпожа, вы в порядке? Я в порядке. Спасибо. Хандан. Хандан настроила тебя против меня, это ясно. Эта змея отравила тебя. Ты правда? 7 лет спала с женатым мужчиной. А Хандан сказала тебе и о том, что Джеляль пырнул меня ножом? Сказала. Сказала? Сказала. Вот как. А ты подумал, что я заслужила то, что меня пырнули ножом? Исходя из того, что ты привез меня сюда, чтобы отчитать. Вот как? Никто не может заслужить этого. Мужчина, который сделал это с тобой, нашел свою беду. Я не буду расстраиваться из-за Джеляля. Он захотел убить меня, Ферит. Этот подонок не видел проблему в том, что изменял своей жене. Он напал и пырнул меня ножом. А Хандан развернулась и ушла, пока я там боролась за жизнь. Ты не видела проблемы в том, что 7 лет спала с женатым мужчиной, Эмель Карахан? По-твоему, виновата Хандан? Джеляль виноват? По-твоему, весь мир виноват? А ты? А ты виновата? Ты совсем не виновата? Скажи! Я могла умереть, Ферит. Ты хотел, чтобы это произошло? Скажи. Ты бы предпочел, чтобы я умерла? Ты бы предпочел, чтобы я умерла? Парень, весь магазин сгорел? Вот тяна, я очень расстроился. Посмотри на свояченицу, и нам ничего не говорит. Почему он случился? Утюг в розетке, что ли, забыли? Аллах, клянусь, я очень расстроился, Рюзгар. Зять, мне надо работать. Любая работа. А учеба? После учебы. Нельзя, парень, нельзя. Да свояченица нас поджарит, как колбасу, потом еще и яичницу сделает. В деле меня нет. Хорошо, зять, но она же не должна знать. Я уже взрослый человек, а меня все еще мама содержит. Что ей делать? Она вынуждена заботиться о нас в одиночку, и ее тоже жаль. Ты прав. Прав. Конечно, мужчина будет работать. Что еще будет делать? И я работаю с 12 лет. Хорошо. Хорошо, я улажу. Не оставлю тебя без дела. Поищем что-нибудь. Спасибо, зять. Ты откуда знаешь этого Эфе? Эфе? Это ты откуда знаешь Эфе? Я с ним намного позже познакомился, но он хороший человек. Он такой. Вообще, они друзья с Догой. Да? Ага. Дога... Дочь адвоката, да? Да, она. Между ними очень хорошая связь, они как брат и сестра. Но он хороший человек, мне нравится Эфе. Я видео снял. Вот человек, который сбил его и сбежал. Я не очень понимаю в этих делах. Думаю, что сорву с них денег, сорвут голову мне. Но, конечно, если ты поможешь, то мы оба изменим наши жизни, сынок. А?
Кто этот мужчина? Мехмед Муслуоглу. И кто этот Мехмед Муслуоглу? Лев мой, с этого момента мы с тобой супер-дуэт. Бэтмен и Робин. Зять, давай уже закончим с этими ударами по руке, пожалуйста. И это я не говорю про Бэтмена. Что с плечом? Я спал на нем, вот и болит. Пусть останется в прошлом. Сейчас посмотрим. Да тебе совсем не было стыдно? Я не сделала ничего постыдного. Что значит, я не сделала ничего постыдного? Если не стыдиться этого, то чего вообще будет? 7 лет! 7 лет! Скажем, это было небольшое безумие. Но это не может быть наказанием за это, хорошо? Я не заслуживаю такого. Не заслуживаю. Может быть, ты не стыдишься, но мне стыдно за тебя, знаешь? Да ты же пошла в дом этой женщины, чтобы проявить соболезнование! Ты села за стол этой женщины, сделала вид, что поддерживаешь ее! Кто ты? Да кто ты? Кто настоящая Эмель Карахан? Кто ты такая? Ферит, не поступай так со мной. Прошу, давай поедем домой, хорошо? Давай поедем домой, я расскажу все тебе открыто. Прошу. Ты сделала это со мной, Эмель Карахан. Перестань называть меня Эмель Карахан, ясно? Я твоя мама. Ты сделала это! Пришла и оставила меня на краю обрыва! Мой самый любимый. Тот, кому я больше всего доверял. Ценный для меня человек пришел и бросил меня на краю обрыва! А сейчас я оставлю тебя здесь. Может, тогда поймешь, что заставило меня пережить. Не поступай так со мной, Ферит. Не бросай меня. Не поворачивайся ко мне спиной. Ферит. 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 Ферит, не делай этого. Не поступай так со мной, Ферит. Пусть твой соучастник придет и заберет тебя. Ферит. Не делай этого, сынок. Не поступай так со мной. Не делай этого, Ферит. Не поступай так со мной, сынок. Две тысячи лир были отправлены на твой счет. До встречи с новым заданием. Да, вот так. Ура! Чтобы заработать деньги, не обязательно работать в промышленности, господин Эльсгар. Достаточно поработать мозгами. Как ты доверилась Фериту Хандан? В конце концов, он сын Эмель. У них одна кровь. Что за логика, сестра? То есть мои дети пойдут в Джаляле? Упаси Аллах. Женской работы достаточно, чтобы заработать на жизнь. Но отныне никакого молчания. Око за око, зуб за зуб. Увидев магазин в таком состоянии, у меня внутри все сгорело. Пусть Аллах ни в какой вселенной не дает улыбаться этому дьяволу. Что за бессовестность? Просто уму непостижимо. Открою.
Эмель Карахан больше не осмелится тревожить вас. За вашим столом есть место для меня, тетя Хандан? Есть, конечно. Идем. О, Ферит? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Я пригласила Ферита на ужин. Ты? Да? Давай заходи, сынок, надевай тапочки. Добро пожаловать. Спасибо. Я принесу тарелку. Дафна, поставь сюда тарелку. О, брат Ферит пришел? А сестры Эмель нет? Ферит пришел один, Дафна. Давайте, садитесь. Нет, стойте. Мама Наджмие. Спасибо, что не ответил Фериту тем же. Неважно, госпожа Эмель. Но у Ферита тяжелая рука. Ничего, со временем он поймет вас. Эта женщина настроила моего сына против меня, отравила его. Это временно, госпожа Эмель. Вы с Феритом как ноготь и палец. Рано или поздно он вас поймет. Давай ты тоже иди. Отдохни немного, спасибо. Хорошего вечера. И тебе того же. Тетя Рабия, есть же палочки с сыром, которые ты готовишь? Приготовишь их утром? Приготовлю, конечно, дорогой Чинар. Дорогой Чинар? Ну уж нет, еще чего, тетя Рабие. Не слишком много внимания для человека, которого видишь раз в год. Подарок понравился? Выкинула, даже не открыв. Как сама знаешь. Жаль. Папа, почему ты сейчас улыбаешься, интересно? Что делать? Вы так прекрасно ругаетесь. Вот и улыбаюсь. Хорошо, наслаждайся тогда. Эта прилетная утка скоро мигрирует в теплые края. Дорогая Дуга, как ты каждый раз можешь придумывать такие креативные сравнения? Клянусь, поражаюсь. Это за пределами твоих умственных способностей, наверное, поэтому. Смотри, дитя мое. Если ты серьезно настроен насчет Есемин, приходи со своей мамой и попросите руки девушки, как положено. Так не пойдет. Это неуместно. Не подобает. Проведу Ферита и приду, бабушка. Давай. О чем вы говорили? Нет. Ты никогда не расскажешь причину этого ужина, да? Ты не обрадовалась, увидев меня? Нет, обрадовалась. Обрадовалась, конечно. Просто удивилась такому приглашению. Особенно удивилась, что это сделала мама. Ферит. Между вами с мамой произошло что-то, о чем я не знаю?
Я тебя очень люблю, Ясемин. Люблю настолько, насколько ты себе и представить не можешь. Это единственное, что тебе нужно знать. Хорошо. Парень молодец. Заставил меня постыдиться. Сумел быть на стороне с хорошими, смотри. Озвучено студией Алиса Дерилиш. Доброе утро. Доброе утро. Поторопись, иначе я сам съем все сырные палочки. Я опаздываю в школу. Разве еще не рано, дочка? Для меня образование превыше всего, папа, ты знаешь это. Не сглазить бы, разве могу не знать? Преподаватели всех школ Стамбула, из которых тебя отчислили, так считают. Влюблена в образование. Да, я знаю. Меня отвезет дядя Хайдар. Сегодня ты поедешь со своим любимым единственным сыном, хорошо? А ты куда, сынок? Сегодня хочу заняться обслуживанием. Что скажешь? Можно? Легкой работы. Дядя Хайдар, ты можешь сегодня отвезти меня в школу? Конечно, отвезу. Не нужно, господин Хайдар. Дугу сегодня в школу отвезу я. Во сне увидишь. Дуга, вытащи наушники. Я знаю, что ты не слушаешь музыку. Эта машина арендованная? Да. У тебя все такое? Арендованная и кратковременная. Кажется, да. Ты, наверное, думаешь, это очень круто. А ты, судя по всему, много думаешь обо мне? Чего мне о тебе думать? Хорошо. Ты смогла вернуться? Сколько ты еще будешь затягивать эту глупость, Ферит? Ты подожгла магазин тети Хандан. Тетя Хандан? Ого. Ты таким темпом перейдешь на маму, Хандан? Я так думаю. Я спрашиваю, ты подожгла? Это мой магазин. Я владелица имущества. Эта женщина находилась там только потому, что я так желала. То есть ты подожгла? Ты перестанешь возиться с этой семьей, хорошо? А что, если не перестану? Потеряешь меня навсегда. Больше никогда не увидишь моего лица. Поняла меня? Ферит, я твоя мама. Почему ведешь себя так, будто я твой враг? Можешь прекратить? Почему не хочешь понимать, что я пережила? Почему не видишь то, что делают по отношению ко мне? Я здесь жертва. На мою жизнь покушались. Меня хотели убить, бросили на смерть. Когда ты должен быть рядом со мной... Я спросил, ты поняла, Эмель Карахан?
Сестра Гильтен, с самого утра я хожу по незнакомым местам. Ищу работу. Хотела спросить и у тебя. Здесь есть работа для меня, если бы. К сожалению, Хандан. Но есть одно текстильное ателье. Мне сказали, если кто-то будет спрашивать, направляй к нам. Вот визитка. Не знаю, подойдет или нет, но... Подойдет, сестра, почему нет? Работа — это работа. Спасибо. Я пойду. Сестра Гильтен, если будет какая-то небольшая работа, все равно звони мне. Хорошо, позвоню, конечно, Хандан. Давай увидимся. Хорошо, я передам все. Спасибо. Иди и купи кофе, которое здесь написано. Сейчас же. Как это, купить кофе? Есть проблемы? Нет, я быстро куплю и приду. Принеси, пока не остыло. И не смей спутать мой заказ, смотри. Я не стала рисковать и написала все подробности. Не задерживайся. Ты хотел поговорить со мной, Мехмед? Да, присаживайся сюда. Если ты про ужин с Амель, я забронировала столик. Этого ужина не будет, сударь. Не поняла. Почему? Мы не будем работать с госпожой Эмель. Я хорошенько это обдумал и принял решение, что так правильнее. Объяснишь ей ситуацию в вежливой форме, хорошо? Объясню, конечно. Но я удивляюсь, если честно. По-твоему, правильно отвергать такого клиента, как холдинг Секчин? Я принял решение. Давай не будем больше затягивать, хорошо? Понятно. Тогда поговорим позже. Увидимся. Этот бродяга тебя ждет. Тот, кого ты называешь бродягой, был мне больше братом, чем ты. Поэтому закрой свой рот. Папа знает, что вы видитесь? Позвонишь и скажешь. Не был мне братом, зато будешь доносчиком, хорошо? Давай, не жди. Твой родной брат же вернулся. Скоро мы будем непригодны. Это возместит 200 тысяч, которые ты потерял. Это твоей мамы? Неважно чё. Теперь твое, разменяешь. Возьми это. Ты правда подумала, что я отдам деньги этим мошенникам, маленькая? В смысле, что это значит, Эфе? Деньги были фальшивые. Ну уж нет. Не смей ничего говорить Рюзгару. Ему надо было оставить это дело, иначе было бы очень больно. Идем. Иди ко мне. Ты мой родной брат, глупец. Ничего себе, значит, это правда. Стал человеком и меня обводишь вокруг пальца? Ах, Эфе. И эти фальшивые деньги тоже твоих рук дело, не так ли? Иначе откуда Рюзгар нашел столько денег? Тебе конец, Эфе. Тебе конец, безбожник. Слушаю, Йылдырым. Яшар, госпожа Эмель хочет тебя видеть. Правда? Хорошо, тогда скинь мне адрес, я сразу туда приеду. Хорошо. Проходите, садитесь. Как кофе будет готов, мы сообщим. Добро пожаловать. О, Аллах. Вы правы, госпожа. Было физическое насилие, госпожа. Мы будем рады взяться за ваше дело, госпожа. Не переживайте, мы разведем вас за одно заседание, госпожа. А потом... Будто ничего не было. Я с ума сойду, милая, с ума сойду. Сменила 7 адвокатов. Клянусь, уже руки трясутся. Настроение на нуле. Извините, я по случайности услышала ваш разговор. Не сдержалась. Извините, конечно. Может, придете в себя?
Нет, не в этом плане. Я работаю в юридической фирме. Это хорошая фирма. Если хотите, могу организовать вам встречу со своим начальником. Он хороший адвокат и хороший человек. Госпожа Есимин. Так, если хотите, можем пойти вместе со мной. Я сейчас еду в офис. То есть, от того, что вы попробуете 8-го адвоката, вреда не будет. Что скажете? Сколько? 25 лир. Можете передать. Можете передать? Конечно. Я иду из школы, и подходит ко мне женщина. Я думаю, она спросит адрес какой-то. И она бац! И укусила меня за руку, представляете? За руку укусила. Как такое возможно? Эко, это тебе. Что это? Ты же умеешь читать. Знаний для этого пока хватает. Тогда читай. Читаю. Эко, если там много, я могу прочитать и пересказать тебе. У меня 10-минутное дело. Если через 10 минут не сможешь до меня дозвониться, в полицию звони. В смысле? Стой, Эко, мы же не поняли, что случилось. Позвоним, конечно, но... Я тоже не понял, посмотрим. Эко, я сейчас вернусь. Куда мы идем? Не болтай, пошли. Заходи. Ты не идешь? Проходи давай. Заходи. Я по поводу работы. Хотела встретиться с господином Адилем. Опыт есть? Я шью 32 года. 15 из них – свадебное платье. Наши машины не похожи на твои. У тебя есть опыт в ателье? Я умею все делать. Могу показать вам. Посмотрите и решите. Пойдем. Покажу ателье. Это ателье, это машинки. Айтен, Слушаю, господин Адиль. эта госпожа будет у нас работать. Посмотри на нее и покажи машинки. Сообщи, если сможет заниматься. Хорошо, попробуем, господин Адиль. Если не справишься, то уйдешь. Хорошо. Я Айтен. Хандан. Ты пользовалась такими машинками? Я пользовалась похожими. Хорошо, тогда будет легко. Найдем тебе одежду для того, чтобы не запачкалась. Хорошо? Хорошо.
Это подойдет. Это тоже подойдет. Ты одевайся, я жду у двери. Спасибо. Пожалуйста. Ты кому-то сказала о встрече? Это встреча? Я, к слову, сказала, дурак. Хотела понять, кто-то знает, что я Ты же здесь. написала никому не говорить, и я никому не сказал. Ты знаешь, почему ты здесь? Я подумал, что я везунчик. Ты всегда такой глупый или это только сегодня? Скажи мне. Всегда, но сейчас больше обычного. Поэтому... Я с тобой раньше говорила? В прошлом году, когда мы столкнулись, ты сказала мне смотреть вперед. Это считается? Тогда нет, не говорила. Но сейчас мы говорим. Я слышала, что ты говорил с Сирсгаром обо мне. Я там... И мне понравилось. Даже решила дать тебе шанс. Но никто в школе не должен об этом знать. И мы будем встречаться вне школы. Я должен был проверить, что это не сон. Что? Повеселимся. Что случилось? Расскажи поскорее. Расскажу. Эко, Эко, я больше не могу. Эко! у тебя что, спазмы лица? Что за лицо? Она назвала меня Эко. Как красиво сказала. Надо было записать. Эко. Эко. Ко. Эко. Ко. Эко. Добро пожаловать, госпожа Эмель. Вам понравилось? Я использовал все самое качественное, клянусь, правда? Замолчи, хватит. Ты разузнаешь все о Хандан и ее семье. И расскажешь мне все, что узнал. Примерно что? Хочу знать о каждом их вдохе. Я очень извиняюсь, госпожа Эмель, но мне что, камни есть? Мне же тоже нужно работать. О, бери, пусть будет мотивацией. Чем больше информации, тем больше денег. Спасибо большое, благодарю. Спасибо. Это самый вкусный запах на свете, самый вкусный. Ни с чем не сравнится. Этот запах прекрасен. Проведу вот так везде. Снова этот взгляд. Не поняла. Взгляд адвокатов, когда они слышат имя моего мужа. Смешанный со страхом взгляд. И вопрос, что будем делать. Госпожа Джавидан,
Мы поговорим между собой, потом сообщу вам, что мы будем делать. Хорошо? Господин Мехмед, я пришла сюда, потому что эта девушка очень сильно настояла. Иначе я не ребенок. Прекрасно знаю, что вы ответите после того, как поговорите. Ладно. Спасибо за кофе. Я вас провожу, госпожа Джавидан. Совсем не нужно сладкое. Не утруждайся. Я всегда находила сама свой путь. И в этот раз найду. Ты вышла за кофе и подцепила мафию? Суде, успокойся. Очевидно, есть недопонимание. Господин Мехмед, я не знала, кто эта женщина. Я знаю, Ясемин. Но даже если бы знала, это было бы неважно. Она не может найти адвоката, который откроет ей дело о разводе. Меня это заинтересовало. А меня интересует только то, что ее муж Дая Акан. Никакой разумный адвокат не возьмется за это дело. Для вас не имеет женщина, что проживает эта женщина, госпожа Суде? То, что она переживает насилие. Взялся за гуш, не говори, что дюшь. Она знала, за кого выходит. Я думаю, что каждая женщина имеет право использовать свои права, господин Мехмед. Кто бы ни был ее мужем. Будешь делать так, когда будешь адвокатом. Сейчас выйди. Можешь выйти, Ясемин? Они остыли. Госпожа Суде ненавидит холодный кофе. Есть еще что-то помимо меня, что она ненавидит. Столько всего. Я пишу список. Сейчас около 52 пунктов. Улыбайтесь. Вам очень подходит улыбка. Спасибо. Когда я попросил тебя присмотреть за Ясемин, я не имел в виду отправлять ее за кофе, Суде. Сейчас проблема в этом, Мехмед. Кто это Ясемин, я не понимаю. Человек, которого я ценю, и хочу, чтобы ты тоже ее ценила. Недостаточно? Мехмед, или ты с этой девушкой? Не груби. Ясемин мне в дочери годится. Больше не смей на такое намекать, Суде. Я сказала глупость, ты прав. Не хотел ставить тебя в неловкое положение перед Ясемин, поэтому молчал. Но в этом офисе все еще я принимаю решения. Не забывай об этом, Суде. Если ты займешься делом развода мафиози, Мехмед, будут последствия. Ты права. Вот как. Логичные вещи, наконец. Мы не должны закрывать глаза на жестокость, Суде. Я всю жизнь с этим боролся. Мы примем дело госпожи Джавидан. В другой раз, когда я отправлю тебя за кофе, возвращайся только с кофе, понятно? Понятно, госпожа Суде. Эмель, на вечер ничего не планирую, я иду к тебе. Стой, стой, осторожно. Не торопись ты так. Машина работает быстро. Не дай Аллах, руку повредишь. Не проблема, сестра. Я привыкшая, не переживай. Ты развелась? Или похоронила? Похоронила. Сколько детей? 3.
Пусть Аллах не разлучит их. Аминь. О. Эфе. Сынок, мы оба люди с улицы, не так ли? Разве мы не должны были защищать друг друга? В чем дело? Сынок, разве по правилам можно ранить в спину человека, с которым работал? Ты не слишком стар, чтобы играть с этими игрушками, Яшар? Я жду, пока получу деньги от человека, а ты относишься к дочери этого типа как к младшей сестре. Прочитайте все решения. Сегодня быстро закончим, пожалуйста, если возможно. Не надо меня ждать, пожалуйста, продолжайте. Ой, Ферит, с каких пор ты приходишь на совещание? С сегодняшнего дня. Есть проблема? Нет, какие могут быть проблемы? Мы счастливы видеть тебя, не так ли? Ты решил взять ответственность. Это прекрасно. Пожалуйста, продолжайте. Я могу начать первый, госпожа Эмель? Конечно, прошу. Ты это убери, поранишь себя. Я утром видел тебя гуляющим с этой девчонкой. Ты с самого начала отвлекал меня, да? Я не позволю навредить этой семье. Что это за семья? Мне-то что до этой семьи? Моя цель – деньги. Твоя проблема – деньги. У него умер отец, ему 16 лет. Ты человек, который отправляет видео племяннику и пытается содрать с него деньги, Яшар. Какие у тебя могут быть проблемы, кроме денег? Тогда, извини, сынок. Я вынужден убить тебя здесь. Я не такой глупый, как ты, брат. Сразу после моей смерти к Мехмету Муслооглу отправится конверт с фотографиями, видео, на которых видно все, что ты вытворял. Он точно знает, что с тобой делать. Стреляй теперь, если хочешь. Ах, Эфе, ах, Эфе. Теперь я буду приходить в офис. Буду за работой. Что такое? Готовишь себя для Есемин? Ты никогда не хотела, чтобы я женился на Есемин, да? Все, что ты говорила про нее, было ложью. Эта девушка не подходит тебе. Потому что ты заслуживаешь лучшее. Это мне говорит женщина, которая 7 лет была с женатым мужчиной? Хватит уже, перестань относиться ко мне неуважительно. Ты можешь не знать смысл этого чувства, Эмель Карахан. Но я люблю Есемин и не позволю обидеть ее. Ты мой сын, Ферит. Даже если сердишься, ты мой сын. По нашим венам течет одна кровь. Я – ты, а ты – я. Я не ты. И никогда не буду. Услышала меня? Я не ты. Почему? Почему? Столько денег бы получил за одно видео. Почему? Если причинишь вред девочке, я тебя убью, Яшар. Да что это за девчонка? Из-за богатой дочки людей? В какую ситуацию мы попали? Там деньги кричат, Яшар. Где? Никто не слышит. Смотри, если это видео откуда-то всплывет, убью тебя, не посмотрев, что у тебя есть ребенок. Да что ты несешь? У меня нет ребенка. Подготовься и потом угрожай. Нет? Нет, конечно. Есть, Яшар. Нет, парень. Мы оба знаем. Да нет! Мы оба хорошо знаем, что есть, Яшар.
Ладно, неважно. Больше видео у меня нет, ладно? Это все, то, что отдал тебе. Дай Аллах, Яшар. Дай Аллах. Артист. Айтен, Слушаю. ну как? Работает? Работает. Немного привыкнет, будет отлично. У нее муж умер. Ей нужна работа. Ладно, занимайся своей работой. Вечером будет смена. И с первого дня Здесь сложно. Если не сможешь, обсудим сразу. смогу, я не избегаю работу. Сервиса нет. Сама приедешь, сама уедешь. Хорошо, нет проблем. Тогда хорошо. Поздравляю. Легкой работы. Я поговорил с зятем. Он что-то придумает. Как ты можешь доверять этому человеку? Не доверяю, Дефне. Работу ищу. Если мама узнает, что ты с зятем, устроит тебе. Не смей, Дефне. Не скажу. Не потому, что думаю о тебе, конечно. Чтоб маму не расстраивать. Готова к новому заданию. Спрячь осколки стекла в детском парке. Оплата 5000 лир. Ну уж нет. Дефне? Нет, ничего, шагай давай. О, привет. Это надо передать в руки. Можешь по пути оставить? Конечно, сделаю. Заведение может быть закрыто. Для тебя дверь оставят открытой. Хорошо, спасибо. Хорошего вечера. Как и всегда, 2 штуки. Брат, женщина невероятна. Этим вечером тоже вместе. Брат, она замужем. Ты в курсе? Мне-то что, парень, это моя проблема. Об этом пусть думает ее муж.
Впредь у меня нет дел с незамужними. Замужние хороши. Не капризничают, что не звонишь, не спрашивают, где ты. И где мой мозг был до этого? Что ты за подонок? Что происходит? Отойди! Отойди! Здравствуйте. Здравствуйте, есть кто? Я из бюро Муслоуглу. Пожалуйста, не злись на Джерен. Ей пришлось, я очень настаивал. Что это такое? Еда, приготовленная специально для тебя. Попытки добиться прощения. Надеюсь, примешь. Человек пожаловался. В больницу возьмет справку о побоях. Лучше бы звонил адвокату. Не надо. Как хочешь. Это место не похоже на теплую кровать дома, знай. Не то слово. Теплую кровать дома. Чинар, я понимаю, но мне надо позвонить Ферриту. Я не смогу находиться здесь без его ведома. Конечно. Понимаю. Не отвечает. Ты сделала то, что должна была, Есемин. Ладно, понимаю, Чинар, но мне будет неспокойно. Правда, не могу остаться. Я завтра уезжаю, Есемин. Я не хочу расставаться таким образом. Позволь хотя бы это сделать для тебя. Я весь день для тебя старался. Если посмотреть на то, как это пьешь, Мехмед к нам сегодня не присоединится. Мехмед попросил сказать, что мы не можем с тобой работать. Что? Ты в курсе, какую невероятную возможность я вам дала? Осознаешь? Я знаю, дорогая, но Мехмету это не интересно. Он и так уже с ума сошел. Сюда Мехмед сказал что-то, а ты боишься озвучить. В чем дело? Он все обдумал и решил, что так будет правильнее. Не удивлюсь, если в итоге в этом деле будет замешана мама той девочки. Ты имеешь в виду, есть именно ее маму? Ты дай-ка мне номер этого Мехмета.
Давай. Алло. Алло, здравствуйте, господин Мехмед. Это Эмель Карахан. Слушаю, госпожа Эмель. Я проявила вежливость, пришла к вам в офис, предложила работу. Думаю, я заслужила получить ответ при встрече, не так ли? Так как вы дружите с Суде, я решил, что так будет правильнее. Вы не совсем хорошо подумали. Прошу, будьте джентльменом. Придите навстречу ко мне и сами объясните свое решение. Ты сделала это зря, Эмель. Мехмед не придет. Придет. Расскажу детали за утренним кофе. Ты меня выгоняешь? Суда, ты же не хочешь, чтобы Мехмед увидел тебя в таком состоянии? Вы так часто остаетесь допоздна? Иногда, бывает, господин Адили решает, кто останется. Он хотел с первых дней тебя проверить. На самом деле не было необходимости в тебе. Я поняла. Надеюсь, у тебя нет аллергии на морепродукты? Я бы не хотел, пытаясь выпросить прощения, отравить тебя. То есть ты прямо шеф? Скажем, любитель. Я готовлю только кому хочу и когда хочу. Это заведение моего друга. Когда я сказал ему, что разбил сердце красивой девушки, спасибо ему пустил меня. Чинар, я осталась, потому что ты настаивал, но не переходи грань. Нет необходимости в этих фразочках про красивую девушку в сердце. Хорошо. Лучше ешь руками. Как это? Ты уверен, что ты любитель? Это слишком шикарно. Я рад, что понравилось. Добрый вечер. Как вы? Хорошо, а вы? Хотите что-либо выпить перед едой? Я не буду есть, просто воду, пожалуйста. Итак, Я думала, вы более вежливый. но я ведь пришел, не так ли? По какой причине вы отказались? Запросы вашей фирмы выше наших возможностей, госпожа Эмель. В этом причина. Другой причины нет? Нет, другой причины нет. Господин Мехмед, как вы связаны с Хандан? По-вашему, это уместный вопрос? Да. Есимин девушка моего сына, поэтому мне интересно. Думаю, этот вопрос очень даже уместен. Я сяду на тот автобус. Увидимся завтра. Хорошо. До встречи. Поздравляю тебя. Доброго вечера. Всего хорошего. Я подвезу вас куда надо. Тут опасно. Не нужно, я пойду сама. Дорогая, мы ведь работаем вместе. Что такого? Не нужно, я ведь сказала. Как знаешь, хорошо.
Пробую. Будет некрасиво, если макну хлеб в соус. Наоборот. Если не макнешь, я обижусь. Ясемин, спрошу кое-что. Вы с Феритом правда помолвлены? Нет. Я знал. Я Ферит, жених Ясемин. Все не так. Ферит правда сделал мне предложение, и я приняла. Но на следующий день мой отец умер. У нас не было времени помолвиться, но Ферит не лжет. Мне жаль, я не знал. А у тебя есть девушка? Особенных нет. Значит, ты из тех, кто избегает привязанности. Скажем так, я предпочитаю искренние месяцы долгим, но лживым годам. Наши без всякой лжи прожили 25 лет. У них все было искренне. Не будь такой наивной, Ясемин. Все изменяют. Рано или поздно, но изменяют. Ты неправильно поняла, я не о тебе. Не хватило оплаты за учебу. Вы еще и дали Ясемин работу. Я так и не понял, на что вы намекаете. Я не намекаю, господин Мехмед. Я говорю прямо. Не думаю. В таком случае вы бы рассказали мне об отношениях вашего сына с Ясемин, когда пришли в мой офис. Ваша цель не работать со мной, госпожа Эмель. У вас есть другая проблема. И в чем моя проблема? Не знаю. Вы сами расскажете. Ты не скучаешь по Доге? Думаю, Дога по тебе скучает. Знаешь, что на очереди? Десерт вечера. Ну, наконец. Я тебе говорю, ты должен бросить юриспруденцию и пойти на повара. Все было прекрасно. Большое спасибо. На здоровье. Говоришь, на этом все? Отвезти тебя домой? Нет, так не скажу. Потому что не надо меня подвозить. Я сама пойду. Хорошо. Спасибо тебе, что осталось. Надеюсь, я смог получить прощение? Получил. Столько лет я не слышал вашего имени ни разу, господин Мехмед. Но какова судьба? Как только Джеляль умер, вы объявились как всеобщий герой. Разве, по-вашему, это не странно? Я предлагаю вам не играть словами, а сказать уже все прямо. Ну, хорошо. Как по мне, у вас Хандан, как бы сказать... У вас обоих есть секрет, господин Мехмед. Секрет, который связывает вас друг с другом. Для того, чтобы вытащить наружу такой представляемый секрет, не нужно было так утруждаться, госпожа Эмель.
Потому что у нас с госпожой Хандан нет никакого секрета. Вот бы мы познакомились с вами при других обстоятельствах. Уверена, мы бы понравились друг другу. Я так не думаю. Я вижу эту ночь не как конец наших отношений, а как их начало. Потому что я уверена, с этого момента мы будем чаще сталкиваться друг с другом. Хорошего вечера. Я могу войти? Нет. Ты, наверное, забыл турецкий, я сказала нет. Хотя бы не выбросила. Я хочу спать. Дога, я знаю, что ты злишься. Ты не важен для меня настолько, чтобы я злилась. Ты 6 лет держалась за жизнь, ненавидя отца. Вот и я так держался. Сбежав. Да. Сбежав. Ты самый трусливый человек, которого я знаю. Кто бросит свою 10-летнюю сестру в таком состоянии и сбежит за границу? Я в тебе нуждалась. Я знаю. Знаешь. Родители дали тебе неправильное имя. То, что называют Чинар, это дерево 600 лет живет на одном месте. Пустит корни в месте, в котором находится. Все может истощиться. Но ты будешь знать, что Чинар никогда не бросит, отказавшись от тебя. Тебя надо было называть Булут. То есть облако. Как ты? Человек ведь не может доверять облаку, да? Плюс 2500 лир. 1000 минус 100. Есемин. С природным газом могут быть проблемы. Нам надо быть осторожнее. Хорошо, мама. Что это? Скажи, дочка, не пугай меня. Банк возбудил исполнительное производство по долгам отца. Мы решим это. Аллах, куда же мы положили? Бифи! Парень, дай-ка мне пакет.
Отнеси это и сожги в подходящем месте, хорошо? Не смей брать то, что внутри. Деньги фальшивые, не будем устраивать себе проблемы. Я понял, мастер. Йылдырым, мне срочно надо встретиться с госпожой Эмель. Разве я не говорил, что ты не будешь звонить Эмель Карахан? Я адвокат фирмы, господин. Не могу делать что-то втайне от вашей мамы. Memur bey, eksik evlatları gün içerisinde tamamlayacağım. Если хочешь причинить мне боль, то это у тебя получается. Мне никогда не было так больно. В сравнении с болью, которую ты заставила меня пережить, это еще мало. Ферит, ты мое все. Твои поступки причинят мне боль и все. Но я от тебя не откажусь. Не повернусь спиной. Когда и где бы я ни понадобилась тебе, я буду готова. Хорошо? Госпожа Эмель, позвонил Яшар. Ему надо встретиться с вами. Это важно. Я купил для тебя. Когда увидел, подумал о тебе. Тебя надо было назвать Булут. Облако, то есть. Как ты? Человек же не может доверять облаку, да? Ферит? Где ты был? Заставил переживать? Конечно, я переживала. Столько раз звонила. Где ты был? В изоляторе. Что? Изолятор? Я вмешался в драку вчера. Ничего серьезного. Ты подрался, Ферит? Ты говоришь, что был в изоляторе. Как это ничего серьезного? Ферит, что это? Не будем здесь говорить, ладно?
Поговорим потом. Я пришел не для этого. Для этого пришел. Что ты вчера делала? Я пошла домой, была уставшей. Сильно устаешь здесь? Нет, все вежливые. Ко мне хорошо относятся. Этот все еще ходит здесь? Этот? Чинар. Чинар все еще здесь ходит? Причиняет тебе неудобства? Да нет, он сегодня уезжает в Рим. Скорее всего, мы его больше не увидим. Ну и хорошо. Меня что-то в нем беспокоит. Слабак. Ты опоздал на самолет? Решил остаться. Ты была права, Ясемин. Дога нуждается во мне. Ферит. Вся вина на мне за вчерашнее. Не злись на Ясемин. Она была не в курсе. Я скажу отцу. Увидимся. Что вчера случилось, Ясемин? Легкой работы. Мастера нет. Он вышел, скоро придет. Куда пошел? Не сказал. Сделать тост? Ты голоден? Можно Wi-Fi. Но ты и себе возьми. Хорошо.
Госпожа Эмель, я хочу вам кое в чем признаться. В день, когда произошла авария, то есть... Я соврал. В тот день, когда произошла авария, я проследил за свояком. Есть то, о чем ты мне не соврал, Яшар. Клянусь, я хороший человек, хороший, но окружение плохое. Сократи, Яшар. Я все снял на видео. Что? Как? С помощью камеры телефона? Телефон вообще такая удивительная вещь. Такие маленькие, но помещают в себе целые миры. А сейчас еще это вышло, ну как его, искусственный интеллект. Все говорят об этом. Искусственный интеллект то, искусственный интеллект это. Яшар. Да, не будем отходить от темы. Да. Тот, кто сбил свояка, известный человек. И он постоянно рядом с семьей. Наша девочка, Ясемин, начала работать вместе с ним. Но Ясемин и Фериджи встречаются. Я говорю, чтобы вы знали. Покажи видео, Яшар. Хорошо. Вот. Вот, как вы видите, человек, сбивший свояка, Мехмед Муслоглу. То есть, свояка убил Мехмед Муслоглу. Озвучено студией Алиса Дерилиш.